Мы продолжаем знакомить зрителей нашего виртуального музея с интересными и незаурядными людьми, влюбленными в изобразительное искусство. Данный сюжет в рамках проекта «Герои будней трудовых» посвящен учителю средней школы номер 61 города Караганды Зое Николаевне Мониной, которая вот уже более 30 лет руководит школьным художественным музеем. Выставочный зал в средней школе номер 61 был образован в 1991 году. Мы встретились с Зоей Николаевной и поговорили о картинах, театрализованных постановках известных полотен и учениках. Стоит отметить, что Зоя Николаевна с детства занималась в изо-студии, организованной известным художником Владимиром Эйфертом. После школы целеустремленная девушка решила подать документы на физико-математический факультет, хотя и задумывалась о художественно-графическом. В ней гармонично сочетается и лирик, и физик. И сейчас, вместе со своим супругом, художником Леонидом Валентиновичем, она с любовью оформляет выставки в школьном музее. Главным направлением в работе художественного школьного музея является проведение музейных уроков, экскурсий. За годы работы было оформлено более 130 выставок живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Каждая выставка дает материал для духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников. В этом благом деле ей помогает учитель русского языка и литературы Яна Александровна Янчевская. Общую копилку экспонатов школьного музея пополнили копия картины карагандинского художника Евгения Кима «Лица Победы», подаренная школе Карагандинским областным музеем изобразительного искусства. На ней автор изобразил казахстанцев, героев Великой Отечественной войны. Еще одним подарком музея является копия картины «Слово Абая», известного живописца, члена Союза художников СССР Вениамина Шамшина. Приобщаем, я думаю, что каждая выставка дает возможность для воспитания и патриотического, и эстетического, и экологического, любого. Но главное это воспитание нравственное. Это как бы основа всего. Школьный театр картин развивает творческие способности учеников, выявляет талантливых детей. Благодаря Зое Николаевне ребята задумываются о профессии учителя, дизайнера, искусствоведа. Стоит отметить, что администрация учебного заведения всячески поддерживает талантливого педагога и создает все необходимые условия. Говорит заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 61 Инна Викторовна Пучкова. Такого рода островок, вот такого художественно-эстетического какого-то волшебства нужно для каждого ребенка. Здесь мало сказать, какую роль. Это, разумеется, огромную роль. И нравственную, и воспитание и художественного вкуса, и эстетического вкуса, и патриотизма, потому что у нас огромное количество выставок именно знаменитых наших художников города, нашего города, да? Встречи со знаменитыми этими художниками, то есть встречи с художниками, чьи персональные выставки выставлены в нашем музее. То есть это патриотизм. Дети должны знать, да? Конечно. Наших героев нашего города. А почему нет? То есть знаменитых людей нашего города. На базе школьного музея действует несколько проектов. Например, в рамках проекта «Мой современник» проводились встречи с журналистом и писателем Валерием Могильницким, художником, активистом антиядерного движения Карибеком Куюковым, ветераном войны Николаем Пастуховым, с художниками Саркисом Санасяном, Андреем Осипенко, Сергеем Щеголихиным, Айбеком Бегалиным, Олегом Дроздовым. Много интересной информации, посвященной изобразительному искусству, ребятам рассказывали Наталья Ивановна Иванина, Мингиш Мауленович Абылкасов, сотрудники Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Определение себя как части общества и истории, знакомство с известными людьми города и страны – важный момент в патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся. Экскурсии в школьном художественном музее нередко проводят старшеклассники. Ведется активная работа с подрастающим поколением. А впереди ребят ждут еще много новых и интересных встреч.